Ребят, снова я пришел к речке. Сейчас на лодке поднимусь на несколько поворотов и буду рыбачить. Буду сплавляться, попробую на мормышку. Что-то возьмет или нет. Чуть-чуть вода начинает уходить. Ну, буквально там сантиметр. В лодке, смотрите, вода. Это не дождевая вода, а где-то заходит. Не понимаю вот этого где. И много, между прочим. Хотя я покрасил и все. Сейчас я заведу. Пусть там греется пока двигатель.
вперед. Талан, вон Вадим, вон. Все, дальше не поеду. Стемнеет, не успею много рыбачить. Ну вот. Темная ночь. Только пули свистят по степи. Так, попробую на опарыш. Тут перекат, камень. Перекат. Такое первое впечатление, что река вообще пустая. Ни одного подхода, ничего так. Да. Или они где-то в куче, яме. Здесь, короче, такое место хорошее для рыбалки. Остановился, вот прям сижу, рыбачу. Но ни одного подхода. Я не знаю почему. Даже ельцы не беспокоят и хариус, ничего. Странно. Это очень странно. В прошлом году хоть удовольствие получил от рыбалки там. Несколько рыб поймал, а в этом году вообще поклевок даже нет. И у некоторых зрителей такое представление, что вот мне тоже пишут, ну не пишут, а у них представление такое, что вот если ты поехал далеко от цивилизации, таежную речку, там закинул удочку и рыба уже на крючке. Так что не надо писать, что вот варю суп из консервов или еще что-то там ем из продуктов. Не думайте, что так легко поймать рыбу или подстрелить дичь. Третий день уже мы в пути. Ищем. Не просто так мы приехали. Но пока не везет. Вот так. А рыбалка вообще ни о чем. Это бесполезно. Я дергаю. Вот. Ну, раз начал уже до избы. Буду сплавляться. Где-то половину я уже прошел. Бедро пустое. Ни одной поклевки. Если рыба есть, она плещется. Она плещется, а кто плещется, то он сразу попадает. Всплеска нигде я не вижу. Так что, может быть, ребята, это говорит о том, что они уже где-то в кучу собрались, где они будут зимовать, в тех ямах. Надо просто найти. Или вообще нету, фиг знает, что и думать. Вон он. Елец. Уже одного схватил. Что-то маленький совсем. Наконец-то рыбу хоть увидел. Ой. Ельчик.
Ну вот, ребят, заканчивается третий день уже. Заготовил дрова. Получается, вот эти сухие на растопку, а вон те это на ночь. Ну, что потрачу. Не знаю, сколько раз буду просыпаться, там одно-две полена буду подкидывать. Вот. Вернулся с рыбалки. Пришли на избу. И вдруг услышал моторка. Моторка поднялась. Гибрид, наверное, мотор был. Не иномарка, а вот именно вот этот, который на ветерок ставится, гибрид. Может, Сергей поехал. Не знаю. Но факт, что кто-то, какой-то охотник поднимается по реке. Вот. Ну и сегодняшнюю съемку тоже я буду заканчивать. Сегодня у нас получается 13, если не ошибаюсь, 13 октября уже. 13, 11, 12, 13, да, 13. Завтра 14 покров день. Обычно покров день уже такой небольшой снежок, а у нас вообще плюсовая температура, очень тепло. Ну, тепло, одним словом. Если завтрашний день будет земля пустая, то и в ноябре еще такая погода будет. Так что холода не спешат в этом году. Вот. Сейчас я занесу все это в дом, разденусь и, может, ужин буду готовить, я не знаю. Просто тупо буду отдыхать. Что еще делать? Вот так. А мы встретимся завтра, ребята. Все. Сегодня третий день. Все по нулям. Ничего я не добыл. Ничего не поймал. Ни одну рыбу не поймал еще. Вот так. Пока так. Начало такое. Посмотрим, что будет дальше. Когда я ехал, я, между прочим, знал, что так будет. Возможно. Потому что многие охотники уже с лесу приехали, говорят, ни хрена нету, быстро-быстро домой. А некоторые, наоборот, мне говорили, что дичи больше, чем в прошлом году. Не знаю, кому верить. Вот. Но прогноз неутешительный, потому что сегодня вот прошел по таким местам, где обычно рябчики бывают. Рябчика вообще мало, единицы. Ну и давайте посмотрим, что будет дальше. Не будем, как сказать, о худшем, будем о лучшем думать. Все впереди. Может, еще повезет. Давайте, до завтра. Тулан уже давно в будке отдыхает. А так тихая погода вообще. Класс. Ну вот, ребят, дровышки вот сюда сложил. Решил еще включиться. Ну, показать, что я готовлю на ужин. Домашняя еда, считай. Это яичница с колбасой и с луком. Такая. Еще вот чайник поставил кипятить. Одним словом, сейчас я поужинаю. И на завтра еще останется. Такие дела.